Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Партийные фракции парламента республики подводят итоги деятельности за 2025 год. Об основных итогах и планах на Новый год поговорим с гостем студии Никитой Тимофеевым, народным депутатом, членом фракции Якутского регионального отделения политической партии «Новые люди» Госсобрания Илтумен. Никита Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Парламент региона принял бюджет республики на следующий год и в целом на ближайшую трехлетку. Скажите, как бы вы охарактеризовали принятый закон? В целом я охарактеризовал бы, что бюджет сохраняет социальную направленность. Принятый бюджет в целом очень сложный. Мы в бюджетном комитете его обсуждали 4 дня. Очень много споров было. Мы на следующий год как никогда больше средств предусмотрели на лекарственное обеспечение населения. В год обычно закладывается сумма 2,6 миллиардов рублей, и впервые на 2026 год заложена сумма 3 миллиарда 850 миллионов рублей. То есть этих средств должно хватить на 2026 год. Также сильным сторонам бюджета можно подчеркнуть, что предусмотрена полная сумма на санрейсы. Получается, в этом году, в 2025 году, 1 миллиард 200 миллионов было. Соответственно, этой суммы не хватило. На следующий год мы предусмотрели 2,5 миллиарда рублей. Этих средств тоже должно хватить. Вот это что касается сильных сторон. Слабые стороны какие? У нас растет дефицит бюджета. И дефицит бюджета составляет на следующий год 12 миллиардов 751 миллионов рублей. Расходы бюджета 349 миллиардов, доходы, соответственно, у нас 337 миллиардов. Соответственно, когда доходы остаются на прежнем уровне или чуть-чуть растут, а расходы, соответственно, растут больше и больше, дефицит бюджета растет. И это негативная тенденция на самом деле. Потому что многие программы остаются недофинансированы. Какие программы? Ну, например, программа по субсидированию авиарейсов арктические районы. Например, потребность 1 миллиард рублей, бюджета мы предусмотрели всего 200 миллионов рублей субсидирования до районных центров. Также, например, недофинансированная программа, так называемая программа возмещение межтарифной разницы организациям коммунального комплекса. Потребность 54 миллиарда рублей, мы в бюджете предусмотрели 43 миллиарда рублей. И таких моментов очень много, когда разные программы недофинансированы. Какой выход мы предлагаем и видим? В первую очередь это надо сокращать бюджетные расходы, то есть повышать эффективность. У нас очень много тех моментов, которые можно было бы сократить. Очень много, например, праздников, да, форумов, те же содержания тех же чиновников, возможно, которые не очень эффективны, да, которые можно было бы сократить. И второй путь, когда денег не хватает, это увеличение доходов. Вот. Соответственно, над увеличением доходов тоже надо работать. Хорошо, ваша позиция ясна. Но вот когда были чтения бюджета, ваша фракция наверняка вносила какие-то поправки? Да, мы вносили поправки, более 30 поправок внесли. Часть поправок прошла, часть поправок не прошла. У нас прошли поправки по сохранению и развитию государственных и официальных языков. Мы ежегодно вносим эту поправку. В первом чтении предусмотрена сумма 0 рублей. На втором чтении мы предлагаем поправку 100 миллионов. Вот. И, соответственно, каждый год эта сумма сохраняется. Потому что сохранение государственных и официальных языков – это очень важная программа для нашей республики, чтобы сохранились наши и русский язык, и якутский язык, и эвенкийский, юкагирский, и другие языки официальные, которые у нас есть в республике. Также мы вносили поправку по агропромышленному комплексу. Поправка была принята в сумме 7 миллиардов 31 миллионов рублей. Это полностью обеспечение сельского хозяйства в Республике Саха-Якутия. Тот же животноводческий комплекс. У нас сельское хозяйство развивается в очень суровых условиях, поэтому требуется поддержка государства.
Следующая поправка, которую мы тоже внесли, это льготы по оплате коммунальных платежей для многодетных семей. У нас в республике очень много многодетных семей, и республика в целом поддерживает многодетные семьи, потому что это дает хорошую демографию в целом по республике. Вот. И эта мера, когда часть коммунальных платежей существует льгота, в 30%, это очень большое подспорье для многодетных семей. Вот. Эту поправку мы тоже вносили, она прошла. Также мы вносили поправку обеспечения жильем детей-сирот. Сироты у нас из года в год растут, очередь. Вот. И хотя это федеральное полномочие, да, они переданы отчасти республики, и республика обеспечивает, ну, софинансирование федеральное есть, и от республики тоже даем софинансирование. Хотя предусмотренные средства, они небольшие, это 360 миллионов от республики, все равно отчасти этот вопрос снимается, и дети получают квартиры. Вот это поправки те, которые у нас прошли. Ну, я частично рассказал. Поправки, которые не прошли и которые очень, мы считаем, важны. Вот. Это межмуниципальные перевозки. У нас, например, субсидированные перевозки есть с города Якутска, с центральный ЛУЗ. Ну, это Покровск город, село Бердигостях, село Намцы там, и другие населенные пункты. У нас прямо с города Якутска ездят автобусы. Вот. И для этих целей предусматриваются бюджетные средства, потому что чтобы тарифы были социальные, вот, не такие высокие, да, и, соответственно, эта поправка у нас не прошла. Мы хотели, чтобы 39 миллионов было предусмотрено. Также поправка, которая не прошла, это помощь нашим пекарям, тем людям, которые обеспечивают хлебом. У нас особенно в районах такая проблема существует, и очень те предприятия, которые работают, обеспечивают хлебом районы, им очень сложно в том плане, что очень дорого у нас электроэнергия, перевозка муки тот же, да, а хлеб у нас социальный продукт, и он регулируется, цена на хлеб. Вот. Соответственно, такой вид бизнеса, он становится невыгодным. И мы хотели со своей поправкой, чтобы хотя бы часть затрат на транспортировку сырья, ну, то есть муки там, и так далее, да, она компенсировалась тем, кто занимается хлебопечением. Эта поправка не прошла, но мы будем добиваться в течение года, чтобы вот эти поправки, которые у нас не прошли, при уточнении бюджета, чтобы их приняли. По поводу увеличения доходной части бюджета, вот вы свои предложения озвучили. А если мы говорим об опыте других регионов, что у них можно позаимствовать? Да, как раз-таки я на прошлой неделе был в Ханты-Мансийском автономном округе, Югра. Это очень похожий регион на наш. Территория в 6 раз меньше, конечно, чем наша большая территория, наша республика, да, необъятная. Но у них такие же нефтегазовые компании работают, недропользователей очень много, да. Есть у них еще, получается, климат похожий, тоже у них есть автозимники, как у нас, да. И, например, тот же имущественный налог, мы в следующем году планируем, что у нас поступление будет всего 22 миллиарда, а у них 120 миллиардов, то есть в 6 раз больше. Вот. Схожий регион, схожие параметры, но имущественный налог в 6 раз больше. То есть те же недропользователи, и у них платят налогов больше, чем у нас по имущественному налогу. Вот. Как раз таки мы инициировали в следующем году проверкой счетной палаты налоговых льгот. Мы от республики даем налоговые льготы недропользователям. Насколько эффективны эти льготы? У нас очень много имущества в тайге, когда недропользователи, те же дороги, те же электросети, которые они ведут, да, объекты капитального строительства, аэродромы даже есть, да. То есть надо проверить, насколько, все ли платятся налоги, все ли мы получаем доход республики. У нас увеличение бюджета возможно только при том, что дополнительно какие-то мы будем получать доходы с недропользователей. Тот же транспортный налог.
транспортный налог, по закону, они не обязаны регистрировать здесь, в республике. То есть очень много техники, которая работает у недропользователей, которые не зарегистрированы и не платят налог у нас в республике, транспортный. Транспортный налог у нас в следующем году запланирован 1 миллиард 460 миллионов рублей. Из них физлица, как мы с вами, оплачивает 975 миллионов. 485 миллионов – это оплачивают юридические лица, те же недропользователи. Хотя в количественном отношении техники даже может быть больше. На прошлой неделе я встречался с руководством Сургутнефтегаза в городе Сургуте и как раз-таки поднимал вопрос, чтобы они свою технику регистрировали у нас в республике, чтобы платили налог у нас в республике. В принципе, они обещали этот вопрос рассмотреть, и вот, надеюсь, все положительно решится. И таким же ключом мы должны каждый, тоже правительство, депутаты работать, чтобы собирать больше доходов, налогов в наш бюджет. Ну, осталось только дождаться, что называется, поживем, увидим. Никита Васильевич, большое спасибо, что пришли к нам сегодня, Спасибо. поделились своим мнением на видение некоторых вопросов. По возможности приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.